Это актуальное интервью в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. 23 января в Якутске начал свою работу Республиканский педагогический форум «Устойчивое развитие детства в Якутии. Основа будущего». Форум позволит обсудить ряд вопросов для устойчивого развития детства в республике. В работе принимают участие и гости из субъектов Российской Федерации и Узбекистана. Сегодня гости в нашей студии Светлана Тулайкина, победитель конкурса «Воспитатель года Москвы-2020» и лауреат конкурса «Воспитатель года России-2020». Светлана Олеговна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, мы уже перечислили, что вы являетесь победителем и лауреатом таких больших конкурсов. Как вы вообще решились пойти участвовать в них? Мой путь в конкурсное движение начался как раз, если вы заметили, в год пандемии. И тогда многим воспитателям пришлось перестраивать свой ритм и темп работы, и нам пришлось обучаться новому. Нам пришлось взаимодействовать через онлайн, снимать какие-то ролики для того, чтобы посылать их детям, родителям, и чтобы была обратная связь с ними. Вот когда накопилась определенная база, и формат конкурса в тот период был заочный, первый этап был как раз посмотреть ролики презентации своей работы. И так как у меня было роликов очень много, я думаю, дай-ка я попробую, как же это будет. Если честно, на победу не рассчитывала вообще. Мне хотелось просто поделиться опытом, показать, как это у меня происходит. Отправила несколько роликов туда и прошла во второй этап. Когда прошла во второй этап, как-то сворачивать уже было не очень красиво. Нужно было написать быстро эссе вообще о своей работе, о стратегиях развития московского образования. И прошла уже дальше, стала лауреатом, и был круглый стол тоже в формате онлайн. И волей судьбы стала победителем. Конечно, на конкурс «Воспитатель года России» были уже совсем другие этапы, и пришлось очень усердно готовиться, прокачивать себя, бороться со своими страхами, но сделала и достойно представила свой город, столицу. Здорово, но для кого-то пандемия это было прямо такой камень преткновения, они не знали, куда себя подать, вы же из этого выжили, так сказать, по максимуму. Но вот как раз после этих конкурсов поменялся ли как-то подход к вашей работе, что это изменилось? Да, на тот момент я уже 19 лет работала воспитателем, поэтому у меня такой был богатый опыт в своей стихии. И после того, как я прошла уже конкурс «Воспитатель года именно России», естественно, что это такая прокачка самого себя. И уже на тот момент мне очень хотелось транслировать этот опыт. То есть мне хотелось не только давать это лучшее своим деткам, своим воспитанникам, но мне очень хотелось и работать дальше. В тот же как раз период я завела свой блог для воспитателей, и мне предложили работать, повысили в должности, я стала старшим методистом. И так как у нас в Москве образование строится в комплексах, то есть у нас такой большой образовательный комплекс, 3 школы и 6 детских садов, то на данный момент у меня 6 детских садов, и я старший методист. Плюс, конечно, это огромное количество новых знакомств, новых возможностей, потому что именно победа в этом конкурсе и лауреатство в России дало мне возможность приехать в эту прекрасную республику, поучаствовать в этом форуме и дало возможность поделиться тем опытом и взять отсюда самое-самое лучшее. Здорово, но мы, конечно, в свою очередь тоже очень рады, что такой хороший специалист с большим опытом может приехать к нам в республику и тоже поделиться этим всем. Но вот вы сказали, что в вашем подчинении теперь уже несколько детских садиков, да? А не хочется ли вам вернуться в этот маленький коллектив, да, воспитателей и все как было, чтобы... Скажем так, первый год он был такой очень переломный. Вот сейчас я уже 1,5 года работаю в должности старшего методиста. Первый год он был переломный, потому что, знаете, есть такая фраза «сердце отдаю детям». Наверное, это как раз про воспитателей, которые очень любят свою работу. Но, во-первых, старший методист для меня, эта должность, это не когда ты сидишь закрытый в кабинете, это всегда про общение с коллегами, это про общение со специалистами, и это, конечно, про общение с детьми.
Прежде чем требовать что-то от воспитателей, ты как наставник, как вдохновитель, как мотиватор должна показать им, а как. Поэтому в моей должности сейчас очень прекрасно сочетается и возможность спуститься в группу, побыть с детьми, провести с ними что-то, да, просто пообщаться. Вот когда мне этого очень не хватает, у меня есть эта возможность. Ну и, конечно, работа вот с коллективом, с коллегами, вот это вдохновение, когда мы вместе одной командой добиваемся какой-то цели, получаем какой-то результат, проводим что-то суперинтересное для детей. И также я продолжаю играть в каких-то ролях. У нас есть, например, музыкальные там праздники, досуги. Я с огромным удовольствием могу сыграть и Бабу-Ягу, и пирата, ну или кого угодно. Здорово, это прекрасный подход к работе, который вы транслируете в большие массы. Но вот вы читаете лекции на курсах по повышению квалификации, которые проходят как раз-таки в рамках этого педагогического форума. Расскажите, о чем ваши лекции и чем вы делитесь с своими якутскими коллегами? Мгм. Ну вот смотрите, я бы точно, наверное, не сказала, что это формат лекций, наверное, немножко по-другому, потому что очень хотелось дать практику. Вот когда ты то, что слышишь, ты применяешь вот здесь и сейчас, и потом сразу вносишь это в свою группу. Я рассказываю о ребенке вообще в системе дошкольного образования. Вот он кто там, этот ребенок? Он объект, которого мы должны научить, воспитать, образовать, там еще что-то. Либо же ребенок — это субъект, который может вместе с нами выстроить образовательный процесс, который может как-то на него повлиять, например, исходя там из своих интересов. И как вот эти интересы, если мы будем их учитывать, или как оно называется, голос ребенка, да, вот сейчас, может помочь самому педагогу. Я говорю о том, как можно успешно использовать среду, пространство, которое окружает ребенка, и как она может стать помощником, даже если у тебя большое количество детей в группе. Показываю, и мы вместе делаем какие-то такие, знаете, методы, формы, средства работы, которые помогают нам вместе с ребенком планировать образовательный процесс. То есть прям фиксировать в пространстве идеи детей, вопросы, их какие-то замыслы. Вот. И даю какие-то практические моменты, да, вот, средства работы, которые помогают облегчить, ну, например, утренний круг или линейный календарь. То есть вот такие способы, которые сейчас в современном мире очень востребованы, потому что они развивают в детях инициативу, креативность, любознательность, но при этом очень хорошо помогают и самому педагогу. Ну вот, кстати, все течет, все меняется. Как вы считаете, какими качествами должен обладать современный педагог? Ну, если мы говорим о современных педагогах, то, конечно, мы оставляем ту базу, которая уже заложена как личность, да, это доброта, понимание, вот, ну, как бы наши базисные такие ценности. Но при этом и понимаем, что вот живя в таком современном ритме, в потоке информации, в режиме многозадачности, педагогу, хочешь того или не хочешь, приходится тоже перестраиваться. И очень важно, чтобы современный педагог обладал такими компетенциями, которые мы сейчас очень сильно пытаемся в детях развить. Да? Вот нам говорит, например, там, федеральный государственный образовательный стандарт, что ребенок должен быть инициативным, креативным, любознательным, самостоятельным, способным к развитию. Если это, значит и педагог, который должен это все развивать, должен быть таким. Потому что мы не можем развивать то, чего у нас нет. Поэтому он должен заниматься саморазвитием, он любознательный, он креативный, у него хорошо развито критическое мышление, и главное, чтобы он умел работать в команде. Потому что это сейчас очень важно. Ну, говорю еще раз, из-за режима вот этой многозадачности нам приходится постоянно между собой коммуницировать, постоянно находить что-то новое и двигаться вперед, вот, чтобы мы уже взрослые не отстали за нашими детьми. Работа педагога, она связана непосредственно с детьми, но еще и взаимодействие с их родителями. Как
воспитателям, с родителями так общаться, чтобы вовлечь их в образовательный процесс? Знаете, наверное, самое главное – это выстроить доверительные отношения. Чтобы, знаете, такая позиция была не я, как педагог, здесь главное, потому что много знаю, но и не вы, потому что вот являетесь, ну, вроде как таким, знаете, звеном, которое может там вот куда-то там пожаловаться или еще что-то такое. То есть очень важно быть на равных с родителями, когда мы дополняем друг друга. Очень важно понимать, что взрослый – это взрослый, и его учить, обучать или там что-то ему давать нужно по-другому, не так, как мы с детьми работаем. Это, знаете, есть ну, вот такое заблуждение у воспитателей, что если они очень хорошо проводят там занятия с детьми, какие-то мероприятия интересно, то с родителями можно вот точно так же. Вот как бы вот, а есть целая наука даже, обучение взрослых именно, называется андрогогика. Вот если мы понимаем, что взрослых нужно обучать по-другому, для того, чтобы они могли справляться самостоятельно уже без нас со своим ребенком, то мы должны понимать, что самое первое – это подбирать информацию, которая является для них действительно актуальной. То есть это не когда мы придумали сами себе очень значимые вещи, ну, например, сюжетно-ролевая игра для развития речи ребенка. Конечно, для родителей, которые вот в этом современном темпе живут, и у них вот этот тоже режим многозадачности, эта тема не будет интересной. Ну какая сюжетно-ролевая игра, когда она рассчитана на игру там, с детьми, да, с большим количеством. То есть, но если мы будем исходить от их запроса, например, у ребенка истерика, что делать? Вот такие, знаете, четкие вот прям вопросы, на которые можно здесь и сейчас ответить. Ребенок не запоминает стихи, как выучить с ним стихотворение. Причем я бы даже сказала, что вот многие моменты, которые мы раньше собирали родителей, вот много им что-то транслировали, говорили, сейчас можно оформить в виде каких-то чек-листов, каких-то памяток, описать, дать ссылку в чат с родителями. То есть у нас то время, когда мы не можем не воспользоваться такими прекрасными средствами, как мессенджеры, да, и это очень удобно и для родителей, и для педагогов. Это какие-то и онлайн-формы, да, все-таки мы их все равно оставляем, когда есть какое-то, знаете, информационное, например, собрание, когда нам нужно дать много какой-то информации. И я бы, знаете, как сделала? Я бы включила какие-то практические вещи из серии «Мастер-класс вместе с ребенком». То есть, когда и мама, и ребенок вместе что-то делают, и педагог может здесь создать такие условия, когда вот объединение происходит, когда у них общий результат какой-то, когда родитель может прийти в группу детского сада и рассказать, например, о своей профессии, о своих традициях в семье, или вместе с ребенком сделать какой-то продукт, какой-то проект. Ну, вот, мне кажется, вот вовлекать вот с этой стороны. Здорово, с вами сложно не согласиться. Это действительно очень хороший подход. И я уверена, что вы поделитесь вот этим своим богатым опытом с нашими республиканскими педагогами, и они все это начнут вносить в массы. Светлана Олеговна, спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. И то, что приехали к нам в республику на этот форум, я вас благодарю. Спасибо. Спасибо за возможность. Спасибо. Спасибо. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.